Прокуратура Хангаласского района проверила пункт передержки безнадзорных животных Покровска. В апреле этого года посетитель обнаружил там трупы собак и полутушу лошади. Увиденным он поделился в социальных сетях и сопроводил рассказ жуткими фотографиями останков животных. Подробности этой истории в сюжете Виолетты Засимовой. В тот день житель города Покровск Сергей Землянский вместе с сестрой отправился на поиски ее собаки. Не найдя ее в черте города, они решили посетить пункт передержки в надежде на то, что их питомца поймали догхантеры. Приехав на место, они никого не обнаружили из работников, хотя и был будний день, но затем им открылась страшная картина. Все было закрыто, телефоны контактные, указанные на заборе, отключены были. Я посмотрел через щель. Приподнялся чуть, увидел лошадь. Лаяли собаки, и лошадь, полутуши лошади лежала. Конечно, это дико было. Я перепрыгнул через забор и пошел к вольерам. 4 вольера, везде сидели собаки, лаяли. 1, 2, 3, 4 везде посмотрел, нашей собаки не было. А 5 он сначала, вначале пусто было, а в конце что-то... В общем, я зашел вовнутрь вольера и увидел гору трупов собак. Целая гора трупов. Смерзших собак. Здоровые, маленькие, всякие разные. После публикации в социальных сетях об ужасах Покровского пункта передержки Сергей Землянский, как общественник, человек неравнодушный к судьбе братьев наших меньших, обратился в благотворительный фонд защиты животных «Белый бим». Те, в свою очередь, откликнулись на сигнал и решили увидеть собственными глазами, как содержат безнадзорных животных в Покровске. Ужасная антисанитария, просто ужасная. Извиняюсь, они прямо ходили на своих фекалиях. У них ни мисок толком, воды совершенно нигде нету. Мы нигде не нашли даже флягу с водой. Миски дырявые, тазики дырявые, поэтому, я думаю, их даже не поили, если честно. Ни корма, ничего, совершенно ничего не нашли. У них стоит там печка, то есть они их сжигают, и прямо в углу участка лежат сожженные трупы собак, останки точнее. В итоге, по результатам проверки прокуратуры был оштрафован предприниматель, который в начале этого года выиграл тендер на содержание данного пункта передержки. С 25 мая пункт передержки приостановил свою деятельность. Теперь неизвестно, кто осенью возьмется за отлов собак в городе Покровске, когда завершится дачный сезон и своры собак заполнят улицы. Тем более, что средств из республиканского бюджета на регулирование численности безнадзорных животных из года в год выделяется все меньше. Оттого и желающих взяться за это непростое дело не так много. Виолетта Засимова, Алексей Дьяконов, Хангаласский улус.